Доброе утро, дорогая республика! На календаре 5 июня, 7 часов утра. И с вами вновь, как всегда, в это время на телеканале Якутия-24 НВК Саха программа «Утро Якутии». И вместе с вами я, Дарья Анкехова. Ну что, как всегда, начинаем нашу рабочую неделю. И по нашей доброй традиции сегодня нас ждут обязательно наши постоянные рубрики, интересные гости, ну и самая полезная информация. Мы постараемся зарядить вас энергией на всю трудовую неделю. Ну и давайте немножечко заглянем вперед и узнаем, что же нас ждет сегодня. В Якутии реализуется проект госкорпорации «Росатом» в сфере образования. Где и какими будут промежуточные итоги, узнаем сегодня. Министр просвещения России предложил награждать выпускников школ, у которых аттестат имеет все пятерки, либо одну или две четверки. Также на Эсахитымада 2023 запретят полностью видеосъемку на квадрокоптеры и дроны. И, конечно, дорогие друзья, сегодня обо всем об этом поговорим в течение ближайшего часа. Ну и, конечно, мы надеемся на то, что это утро будет добрым для каждого из вас. Ну и, как всегда, начнем наше утро с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 11 градусов. В Заречной группе 15-11 со знаком плюс. В южных районах до 9 градусов. В Вилюйской группе 10 градусов тепла, в Нижнеленских до плюс 13. В западных районах 4-8 выше 0. В Колымы-Дигирской группе Улусов до плюс 15, в Янских 9-14 со знаком плюс. На северо-западе плюс 3 градуса. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 14 градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. Днем порывы ветра ожидаются до 13 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 22 градусов. Замечательная погода, прекрасное настроение, ну и, конечно, мы все радуемся тому, что наступило долгожданное лето. И сегодня в некоторых странах отмечаются различные праздники. Например, День кетчупа, День вегетарианского бургера и День теплового аэростата. А какие праздники отмечаются сегодня в календаре традиционно? И, возможно, о каких-то праздниках вы узнали. Для этого у нас существует наша постоянная рубрика «Даты и события». Сегодня Всемирный день окружающей среды, Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, День образования российской полиции, День создания государственной службы карантина растений в России. По народному календарю День Ливона-огуречника. Огуречником или конопляником День Ливона в народе называли потому, что он считался наиболее подходящим для посадки этих культур. Перед посевом в семена конопли клали освященное пасхальное яйцо. Сразу после посева скорлупу яйца крошили и разбрасывали по полю. Сажают все овощные культуры в этот день тайно, прикрывают семена руками и приговаривают молитвы святому Леонтию. Это день в истории. В 1706 в Москве открыт военный госпиталь, ныне это главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. В 1727 состоялась торжественная церемония помолвки 12-летнего императора Петра II 16-летней Марии Меньшиковой, дочерью светлейшего князя Александра Даниловича Меньшикова. В 1897 на верфи Новое Адмиралтейство в Петербурге начато строительство крейсера «Аврора». Руководил постройкой инженер-кораблестроитель Константин Токаревский. В 1916-м, на следующий день после начала наступления на вспомогательных направлениях Тарнополь и Черновицы, командующий Юго-Западным фронтом генерал Брусилов нанес главный удар в направлении Луцка силами 8-й армии под командованием Калидина. В 1929-м Совет труда и обороны принял постановление о повсеместной организации машино-тракторных станций. В 1934-м в Кремле героев-челюскинцев чествовали Сталин, Каганович, Жданов, Ягода. В 1954-м открылся Московский театр эстрады. В 1969-м открылось Московское совещание коммунистических и рабочих партий. В этот день родились. В 1941 году свет увидела Барбара Брыльская, польская актриса театра и кино, лауреат Государственной премии СССР.
В республиках бывшего Союза СССР больше всего известна по роли Нади Шевелевой, главной героини фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». В 1967 году родился Валдис Пельш, советский и российский телеведущий, телепродюсер, режиссер телевидения, актер, музыкант. В 1973 году родился Анатолий Кот, советский, белорусский и российский актер театра, кино и озвучивания. В 1998 году родилась Юлия Липницкая, российская фигуристка, спортсменка, олимпийский чемпион. Именины сегодня отмечают Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Ефросиния, Иван, Игнат, Касьян, а также Константин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор и Яков. Сегодня 5 июня. Этот день войдет в историю некоторых 11-классников, которые сегодня будут писать ЕГЭ по истории и физике. Напомним, 1 июня, Международный день защиты детей, состоялась самая массовая сдача единого государственного экзамена по математике. В Якутии тогда сели за парты более 7,5 тысяч выпускников. Сегодня же ребята сдают предметы по выбору. Это либо физика, либо история. По всероссийскому графику следующие экзамены пройдут 8 июня в четверг. Тогда будут сдавать также предмет по выбору – это обществознание. Мы желаем всем нашим выпускникам не волноваться, быть спокойными. Мы верим в вас. Вы обязательно сдадите все экзамены на отлично. Так что волнение здесь ни к чему. Между тем, еще одну приятную новость как для родителей, так и для школьников сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Уже в 2023-2024 году будет не одна, а 2 медали за успехи в учебе, как было в советское время. Старшее поколение помнит, что серебро вручали так называемым недоотличникам, тем, кто совсем чуточку не дотянул до уровня одни пятерки и получил в старших классах 1 или 2 четверки суммарно за все полугодия экзамена. От этого чуть-чуть всегда было обидно. И имелось объяснение, но вроде бы меня как будто недолюбливал один из учителей. Однако обиды нивелировались тем, что серебряная медаль давала те же льготы, что и золотая. Это право поступить в вуз вне конкурса, если за один вступительный профильный экзамен будет 5. Напомним, сейчас успешных ребят награждают единой медалью федерального уровня за особые успехи в учении. Выдаются они вместе с аттестатом об окончании 11 класса. 5 по всем предметам тут мало. Еще нужно подтвердить оценки баллами ЕГЭ, набрав не менее 70 по обязательным предметам, таким как русский язык и математика. Или получить 5 надо за ГВН. Серебряные медали отменили в 2014 году, но разрешили оставить этот вид поощрения на региональном уровне. Замечательно. Итак, еще раз желаем всем выпускникам сегодня успехов, кто сейчас, возможно, переживает. И многие из них, наверное, в это время завтракают. Ну и, конечно, любой завтрак – это самое главное, конечно, полезная пища. И лучшие яйца, лучшая продукция у нас в Якутии существует благодаря одной из самых лучших компаний на территории республики – это Якутская птицефабрика. Лучшая продукция лучшего качества. В рамках проекта
Эффективный регион государственной корпорации «Росатом» в декабре 2021 года по направлению образования Министерством образования и науки Республики запущен пилотный проект по реализации национальной социальной инициативы «Жизненная ситуация. Снижение уровня заболеваемости воспитанников детского сада». И о этой реализации и вообще о проекте в целом мы поговорим с нашим гостем в студии. Это Ксения Меркурьевна. Она является заведующим детского сада «Лингва», Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор». Доброе утро. Доброе утро. Ну, очень интересный проект, такие очень красивые, амбициозные названия. Давайте вкратце поговорим, про что это, основные цели и задачи. Ну, основная цель данного проекта – это снижение уровня заболеваемости воспитанников детского сада. Да? Действительно, проблема массовой заболеваемости дошколят, она особенно актуальна для нашего региона с его особыми климатическими условиями. Да? Но помимо того, что этот проект способствует снижению уровня заболеваемости, он еще способствует повышению качества жизни, да, человека, повышению удовлетворенности семей теми социальными услугами, которые, в частности, оказывают дошкольные образовательные организации. Ну, понятно, то есть все во благо детей. Да. Хорошо, а что даст нам этот проект, каких результатов мы ожидаем или уже имеем? Мы уже имеем, да, и вот, пользуясь случаем, мы хотели бы поблагодарить наше Министерство образования и науки Республики, что нас включили в данный проект в состав региональной команды. Этот проект был пилотным, и помимо нас участвовало, всего в этом проекте 7 детских садов из разных районов республики. Это наш детский сад «Лингва», детский сад «Малышок» города Якутска, Крепыш Мирнинского района, «Энергетик» города Нерингри, Карачан-Эмылар горного района, Умка Устьянского района и детский сад «Солнышко» Сунтарского района. Руководителем проекта является Ирина Павловна Любимова. И вот в течение года мы реализовывали на базе пилотных детских садов данный проект и доказали его эффективность. Всем детским садам удалось снизить заболеваемость своих воспитанников. То есть основная задача достигнута? Да, выполнена. Выполнена. Хорошо. На этом проект завершается, либо мы все-таки продолжаем работать в каких-то направлениях? Мы хотим данный проект, так как он доказал свою эффективность, растиражировать в другие детские сады, во все детские сады. И если говорить вообще, работая над данным проектом, мы познакомились с инструментами, да, Росатома, госкорпорации Росатом, такими как картирование. Очень интересная тема, картирование, ну а мы продолжим сразу после новостного блока. Оставайтесь с нами. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Сервис по приему заявлений в колледже заработал на госуслугах. Документы можно подать в неограниченное количество учебных заведений, специальностей, профессий и форму обучения. Можно также выбрать любые. К сервису уже подключились 1129 колледжей в 36 регионах. Их число после начала приемной кампании будет расти. Сроки подачи заявлений на очную форму обучения для творческих специальностей до 10 августа, а для остальных до 15 августа. Если останутся свободные места на очную форму обучения, прием документов будет продлен до 25 ноября. Сроки приема на другие формы обучения каждый колледж определяет самостоятельно. В Айхале готовятся к проведению чемпионата «Лучшие по профессии Алроса». Первый этап ежегодного состязания пройдет на предприятиях поселка 6 и 7 июня. Лучшие грохотовщики фабрик, то есть те, кто готовит руду к обогащению, покажут свои способности в теории и на практике. От работы этих специалистов зависит многое, ведь качество подготовки сырья влияет и на качество обогащения продукта. В Айхале мастерство продемонстрируют также электромонтеры, водители большегрузных самосвалов. Чемпионат «Лучший по профессии» будет проходить в Алмазном регионе с 6 по 11 июня. В теоретической части будут определяться лучшие работники, знающие теорию ведения грохочения, обслуживания оборудования, правил промышленной безопасности и охраны труда, а также оказания первой медицинской помощи. Во второй части будет проверка практических знаний. То есть это непосредственно выполнение
работ по обслуживанию грохотов и ведение процесса грохочения. Будут оцениваться охрана труда, промышленная безопасность при выполнении своих обязанностей, также качество и скорость выполнения поставленных задач. Всего 13 837 решений приняли о предоставлении права на целевой капитал. Из них почти 4700 заявителей распорядились выделенными средствами на общую сумму 390 миллионов рублей. Напомним, глава региона Айсан Николаев принял решение о продлении действия целевого капитала «Дети столетия» еще на 5 лет. Поэтому капитал выдается всем детям, рожденным или усыновленным до конца 2027 года, независимо от очередности их рождения и уровня доходов семьи. Размер целевого капитала в текущем году с учетом индексации – 105 тысяч рублей. Самый масштабный полумарафон «Забег.РФ» пробежали в 89 городах страны. Не только. Более 160 тысяч участников от 6 лет и старше одновременно стартовали на 3 основных дистанциях: на 21 километр, 5 километров и 1 километр для самых маленьких. В столице республики на старт вышли более 800 спортсменов. Организаторы подготовили для них живописный маршрут по знаковым местам столицы. К событию присоединились и волонтеры Всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика». Все собранные средства они передадут в фонд «Память поколений» для помощи ветеранам и инвалидам. В забеге стараюсь участвовать постоянно, забег РФ не пропускать. Вот. Очень уникальный проект, и всех своих учеников тоже стараюсь привлекать к участию в данном мероприятии, потому что очень уникальный по своей сути проект с одновременным стартом в нескольких городах. Это очень круто. Я впервые участвую на этом забеге, на 21 километр получается. Но мы готовились активно, постоянно, больше года получается уже. И я уверена в своих силах. Мы продолжаем наш утренний эфир, и до ухода на рекламный блок мы говорили о пилотном проекте, который прошел совсем недавно на территории нашей республики, в котором принимали участие дошкольные организации, и у нас есть потрясающие результаты. Мы самую главную задачу выполнили. Снизили заболеваемость в детских садах, да, то есть детишки стали болеть меньше. Вот интересно, какими методами, какими инструментами, да, вы достигли этого результата? Ведь немаловажно, навряд ли вы ходили, делали прививки, правильно? Это не ваша, да, собственно говоря, обязанность. Вот какие интересные проекты, возможно, вы уже реализовали и будете продолжать? Да, вот, конечно, мы, реализуя данный проект, мы познакомились с методами бережливого производства Росатома, такими как картирование, 5 почему, интересные такие методы, которые помогают углубленно проанализировать текущие ситуации, да, выявить проблемы и выработать к ним эффективные решения. И вот при проведении данного проекта мы провели картирование в рамках границ. Мы взяли такие границы, когда ребенок проснулся дома, да, с первыми признаками заболевания, до того момента, когда он уже выздоровевший пришел в детский сад. То есть такой достаточно длинный процесс. И вот проведя картирование, у нас получилось 4 варианта различных сценариев. Да, то есть мы постарались рассмотреть различные сценарии, события, которые могут происходить. Да. Например, когда первая ситуация, когда детский сад уходит на карантин, да, заболеваемость превышает 20% по детскому саду, да, или же когда другая ситуация, когда детский сад не закрывается, да, то есть различные сценарии. И вот мы каждый шаг рассмотрели, выявили проблемы, мы оформили их, это тоже такой инструмент Росатома, в виде так называемых ежей, да. Какие это проблемы, например, если родитель пытается заняться самолечением ребенка, да, иногда так бывает, что он назначает лекарства самостоятельно, или же принимает ошибочное решение ввести
заболевшего ребенка в детский сад в силу каких-то обстоятельств. Да? И вот каждой проблеме мы методом 5 «почему» выявляли коренную причину, которая вот лежала в корне данной проблемы, и уже вырабатывали решение. Например, мы разработали чек-лист с алгоритмом действий для родителей, да, при выявлении первых заболеваемых признаков заболевания, что нужно делать родителю. Мы также разработали чек-листы с единым подходом к утреннему фильтру в детских садах, провели серию вебинаров для родителей по повышению их грамотности, да, профилактики простудных заболеваний. Расширили перечень оздоровительных мероприятий в нашем детском саду, ну и многое другое. И если говорить о результатах, то нам удалось снизить общее количество заболевших детей на 16%, да? Количество дней пропусков по болезни на более чем 30%, и показатель заболеваемости на одного ребенка на 17,5%. То есть вы считаете, что все-таки профилактика, она играет огромную роль, да? Да, конечно, легче предупредить, чем лечить, да, о чем нам и говорят врачи. Мы знаем, что именно ваш детский сад имеет статус бережливого. Что это означает и кто вообще присудил вам этот статус и для чего вообще нужно говорить о том, что ваш сад именно бережливый детский? Да, действительно, госкорпорация «Росатом» нам присвоила статус местного образца бережливого детского сада. Это значит, что мы в своей деятельности применяем методы бережливого производства данной госкорпорации. И хотелось бы добавить, что эти методы, инструменты бережливого производства можно применять в рамках любого процесса, да, который вы хотите усовершенствовать в своей организации. И помимо вот данного большого проекта, мы в своем детском саду реализовали еще 4 таких мини-проекта, да, где усовершенствовали эти процессы. И я хотела бы вот предоставить вашему вниманию видеоролик, который мы разработали с нашими воспитателями и воспитанниками в рамках процесса оптимизации процесса подготовки к прогулке в детском саду. Давайте посмотрим. Всем привет! Мы живем на самом холодном месте на Земле. Чтобы выйти на улицу, нам надо быстро и тепло одеться и не вспотеть, потому что если вспотеть, можно заболеть. Так что учимся одеваться быстро и правильно. А в этом вам поможет алгоритм одеваний, который мы сейчас и покажем. Лиза, привет! Сначала, ребята, надеть мы должны колготки, носочки, ритузы, теплые штаны, онтики на ножки, кофту вверх. Тоже первый оделся, посмотрим на всех. Шапку наденем, шубку нырнем. Нам осталось напоследок шарф под шею завязать, руки спрятать в рукавички. Вот и все. Пойдем гулять. Ура! Какая милота, да? Вот так вроде бы в простой игровой форме, но, возможно, для каких-то ребят это станет там как каноном, да, и они будут знать и, соответственно, беречь себя, ну и меньше болеть. Да, и я хотела бы добавить, да, что мы готовы с радостью делиться вот всеми наработанными материалами, да, вы их можете взять на нашем сайте lingva.sosnovoybor-ekt.ru в разделе «Бережливое производство». Ксения, спасибо большое, что посетили наш утренний эфир. Мы, конечно, благодарим вас за работу и очень верю в то, что детишки будут болеть меньше, посещать детские сады чаще и, соответственно, получать это хорошее образование. Спасибо вам большое, Спасибо. хорошего вам дня и отличного настроения. Ну, дети – цветы жизни. Конечно, эту истину знают многие, но и говоря про тему цветочную, мы переходим к нашей следующей теме. Сейчас самая пора для садоводов и огородников, ведь именно в это время многие из них пересаживают, будь то овощи, либо цветы в грядки. И, конечно, сегодня мы вновь поговорим про цветы, которые могут украсить ваш дачный участок. Значит, я вам тоже хочу познакомить, или кто знает, кто не знает, с интересным растением пилея монетовидная.
Чем она хороша? Сейчас очень многие, конечно, занимаются ландшафтным дизайном и на своих участках стараются сформировать, например, альпийские горки. Сейчас же так модно. Да, альпийские горки. Ну, вообще, для украшения ландшафтного дизайна это, значит, вьюновидное растение. Оно тоже вегетативное, размножается тоже только черенками. Вот. И, значит, приобретает при растении, это растение очень сильно разрастается и приобретает просто куполообразную зеленую форму, листики в виде монет. Будьте здоровы. Листики в виде монет, и оно очень красиво смотрится в подвесных кашпо. То есть надо все-таки на высоту повесить, да? Надо на высоту повесить. Если у вас, например, альпийская горка, то там где-то сверху с высоты свешивается, например, вот этот вот красивый шар такой будет свешиваться, зелени. И внизу, например, вы опять-таки колиусы можете посадить и красивую уже в центре, например, петунью. Да. Красота будет. Красота будет. Растение пиле тоже очень неприхотливо. Я не люблю растения, за которыми нужно очень сильно бегать, и эти танцы с бубнами постоянно, да, потому что есть такие растения шикарные, вот как вот, например, как эти, которые делают блестящий результат, создают прекраснейшие композиции, и при этом не требуют сильного ухода. Так, Дарья, давайте вы теперь как опытный садовод, пилею нашу режете. Примерно. Ну, давайте, вот давай, примерно вот, да, давайте. Опля. Да, опять-таки мы убираем боковые листочки. Да. Вот остается у нас где-то 5-7 сантиметров корешок. Углубляем мы его. То есть система одна и та же, да, по сути? Вот у этих растений система одна и та же, да. Проливаем и поставим их. Я потом поставлю все это под парник, и все. И потом смотрите как раз-таки образование корней. Так как у нас весна затяжная, все равно мы высаживать будем на улицу, когда почва прогреется. Это примерно когда? Ну, где-то, вот я даже сейчас не могу сказать, но где-то в числах 5-6 июня. Да, во избежание ночных заморозков уже, чтобы растения не погибли. Да. В том году я посадила 1 числа, но в том году у нас и весна была другая. Да, поэтому 1,5 месяца вы смотрите, у вас еще остается. И если у вас еще, вы смотрите, где у вас черенки, где, например, они у вас сильно не разрослись, вы тогда делаете это в композиции и чуть гуще садите. Да. Более, конечно, растение, которое развитое, соответственно, вы садите уже в другой объем кашпо, и уже по-другому, соответственно, оно расцветает быстрее. Спасибо большое, Муза, за такие хорошие советы. На протяжении месяца Муза Винокурова давала нам такие некие лайфхаки. И, наверное, я думаю, ее советы пригодились многим из наших телезрителей, потому что рубрика «Сад и огород», она пользуется популярностью, и многие смотрят ее каждое утро. Ну а мы движемся далее. Утро, конечно, начинается у кого-то с чашечки кофе, с прекрасного настроения, с хороших и добрых новостей, но иногда какое-то недоброе слово, либо, возможно, конфликтная ситуация в общественном транспорте, либо на улице может испортить весь день. Что в этом случае делать с точки зрения юриспруденции, узнаем сейчас. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим о культуре, именно о культуре общения. Разберем, что такое оскорбление личности с точки зрения закона и как за это наказывают. Оскорбление личности – это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. Наказывается административным правонарушением, считается, да и наказывается по статье 5 прим. 61 Кодекса административного производства Российской Федерации. Есть оскорбление обычное и публичное. То есть обычное — это понятно, когда наедине что-то сказали, но это записали, зафиксировали и обратились в органы. Да? Публичное — это средство массовой информации. Хочу отметить, что социальные сети, распространение в чатах, WhatsApp, где группы, да? То есть публикация каких-то записей в средства массовой информации, направление рассылок — это все публичное оскорбление. То есть за это можно наказать. Итак, что у нас со штрафами? Для физических лиц от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 30 до 50, на юридические от 100 до 200. Нужно не путать оскорбление с унижением чести и достоинства именно с клеветой. Потому что клевета — это уголовно наказуемое деяние, связанное с распространением заведомо ложной информации.
Итак, если вас оскорбили, вы это успели зафиксировать, то есть записали на камеру, зафиксировали скриншот переписки, заверили его нотариально, да, скриншотили статью, да, заверили также нотариально, да, то есть, может быть, в интернете, все это зафиксировали, направляем заявление в прокуратуру на обидчика и говорим, что вот у нас имеются такие доказательства, такие-то свидетели, которые могут подтвердить, что оскорбление личности случилось. К сожалению, дела зачастую прекращают, если это не что-то серьезное, то есть это не публичное лицо, да, пострадало. Поэтому рекомендуют специалисты, в том числе адвокатская палата, да, обращаться за защитой чести и достоинства. Но здесь мы доказываем не тот факт, что информация недостоверна, мы проводим лингвистическую экспертизу и в ней устанавливаем, что выражение мысли автора, да, вот этих строк, оно выражено нецензурно, оскорбляет душевную организацию человека, да, то есть что эти слова, они именно с точки зрения лингвистики выражают оскорбление. И если это будет доказано путем экспертизы судебной, да, соответственно, мы взыскиваем уже компенсацию морального вреда за то, что нам ущерб нанесли, то есть нас оскорбили. Надеюсь, что вы будете общаться прилично, никого не оскорблять, сдерживать порывы души, и тогда никаких проблем не возникнет. Хорошего дня! Хорошего дня пожелал нам наш юрист. Ну а мы перейдем к следующей рубрике «Гороскоп». Так, на этой неделе с 5 по 11 июня звезды рекомендуют использовать свой потенциал для перехода на новый уровень развития. Ваш жизненный опыт и амбициозность могут способствовать достижению поставленных целей. Поэтому прислушайтесь к звездам. Возможно, именно сегодня уже пора начинать делать новые дела, и обязательно они принесут свой результат. Овны. Овнов ожидает период активной борьбы, отстаивания своих принципов. Вам кажется, что никто вас не понимает, но это не так. Оглянитесь по сторонам. Где-то рядом есть союзник, который разделяет ваши взгляды и поможет во всем разобраться. Вторая половина недели отлично подходит для совершения крупных покупок или совершения коммерческих сделок. Тельцы. На этой неделе настроение тельцов будет на нуле. Из-за этого вы впутаетесь в споры. Будете настаивать на своем даже в тех вопросах, в которых не являетесь компетентными. Постарайтесь сейчас как можно больше молчать. Это избавит вас от неприятностей в дальнейшем и сохранит вашу репутацию. Зато на выходных вас ожидает удача во всем, что касается любви. Близнецы. Благоразумие и доброта – спутники этого периода у близнецов. Вы легки на подъем, с открытым сердцем помогаете всем, кто в этом нуждается. Легко находите общий язык даже с теми людьми, с которыми ранее возникали конфликтные ситуации. Поверьте, ваше благородное поведение не останется незамеченным и вскоре принесет положительные плоды. Раки. У раков наступил прекрасный период для любви и романтических встреч. Отдайтесь этому светлому чувству. Оно подарит вам самые нежные и незабываемые эмоции. На работе тоже все сложится наилучшим образом. Ваша порядочность и работоспособность будет оценена по достоинству. Возможны дополнительные финансовые поступления. Львы. Звезды обещают на этой неделе продвижение в любых начинаниях лишь тем львам, кто принимает решения и действует, опираясь на сильные чувства и здравую самоуверенность. Сон, который вы легко восстановите после пробуждения, вполне может оказаться вещим и довольно скоро исполнится. Девы. Жизненный потенциал дев на этой неделе будет находиться не на самом высоком уровне. Постарайтесь не браться за выполнение ответственных поручений или подписание документов. Из-за своей невнимательности и растерянности вы можете допустить серьезную ошибку. Деловые встречи с незнакомыми людьми лучше тоже перенести на некоторое время. Весы. Круговорот событий окутает весов с самого понедельника. Множество ранее нерешенных проблем и невыполненных обязательств требует немедленного решения. Не отказывайтесь от помощи. Объем работы большой, а времени у вас не так много. В выходные, благодаря какому-то стечению обстоятельств, вас ожидает судьбоносная встреча. Скорпионы. На этой неделе скорпионов будет ждать очень много дел. И практически со всеми вы сможете справиться самостоятельно, если отнесетесь к ним с полной ответственностью. Ваши труды не останутся незамеченными. Вскоре руководство вас поблагодарит либо новой должностью, либо премией. А еще в ближайшее время вас могут ожидать романтические приключения. Стрельцы.
На этой неделе стрельцов ожидает очень неустойчивый период в эмоциональном плане. Ваше настроение будет меняться с каждой минутой. Чтобы хоть как-то этого избежать, постарайтесь обойтись без общения с малознакомыми людьми. Эти встречи и разговоры не принесут ничего хорошего. Вечера лучше провести дома, постараться расслабиться. Например, примите горячую ванну. Козероги. Эта неделя у козерогов идеально подходит для решения важных вопросов, осуществления крупных покупок, заключения договоров. Ваша способность рационально планировать свое время и правильно распределять силы поможет избежать неприятностей и мелких ссор. А острый ум и прекрасная интуиция поможет достичь всех поставленных целей. Водолеи. Сейчас энергетический потенциал водолеев будет не слишком высок. Чтобы это исправить, постарайтесь создать правильный распорядок. Правильно питайтесь, высыпайтесь. Больше времени проводите на свежем воздухе в окружении близких для вас людей. Рыбы. На этой неделе неблагоприятное стечение обстоятельств потребует от рыб максимальной гибкости и тактичности в общении. Возможен поворот событий не в вашу пользу. Поэтому постарайтесь все держать под контролем и в любой момент подстроиться под ситуацию. Всем удачной недели! Ну а сейчас мы перемещаемся в город Нерюнгри, где собираются очень много людей в творческих студиях. Один из таких клубов – это iTik, место, где единомышленницы делятся секретами разных техник рукоделия. Мастерица золотого возраста Светлана Мударисова в день своего рождения выставила свои работы. Пришедшие на выставку «Бабушкин сундучок» окунулись в атмосферу тепла, уюта и добра. Светлана Сергеевна начала заниматься творчеством более 20 лет назад, и это совпало с ее переездом в Нерюнгри. Но если раньше она творила дома в одиночку, то с недавних времен мастерица примкнула к единомышленницам из творческой студии iTik. Здесь она попробовала новые техники рукоделия, а ее творческие подруги стали источником радости и вдохновения. Я хотела бы поблагодарить своих айтиковцев, мы друг друга так называем. Такие добрые, хорошие, веселые, самозабвенные, фантазийные, красивые. Такие хорошие девушки. Вот, вообще, я их девочками. Девочки. Вот разницы даже не чувствуем. Не случайно выставка была названа «Бабушкин сундучок». Рассматривая работы народной умелицы, взрослые возвращались в свое беззаботное детство, словно к бабушкиному дому. Рукотворные работы Светланы Сергеевны поразили гостей искренностью и детской непосредственностью. Творческие люди и все, что здесь представлено, это здорово. Еще здорово, потому что человек в возрасте не ищет, кто бы его развлек, он находит в себе предназначение, умение себе доставить радость и доставить своими изделиями, поделками радость другим. Это берет за душу, потому что сразу вспоминаешь бабушкины вещи. Там стоят чемоданы, с которыми раньше мы ездили в отпуска. Игрушка, лошадка, стиральная доска. Это очень интересно, потому что это было очень-очень давно. Потому что соткано оно из самых мелких, казалось бы, крошечных бисера, ниточек и других материалов, но создает такое величавое, такое красивое впечатление в целом об искусстве народа, которым я очень горжусь, живя на этой земле. Пусть процветает это искусство счастья, которое дарит нам такие замечательные работы. Для Светланы Мударисовой выставка стала двойным праздником. Именно в день открытия ей исполнилось 77 лет. Несмотря на это, как признается сама мастерица, пребывая в творческом поиске, она не чувствует свои года. Светлана Сергеевна – мама 4 детей, бабушка 11 внуков и прабабушка 8 правнуков. Творчество – это моя жизнь. Без него надо мной даже племянницы, там знакомые смеются. Позвонят, говорят, что делаешь? А то-то. Опять рукам покою не даешь. Так вот. Но без дела не могу сидеть. Во время выставки Светлана Сергеевна с единомышленницами провели для детей мастер-класс по рукоделию. Посетители выставки получили хорошие, добрые воспоминания, а дети научились чему-то новому. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерюнгри.
Вот такая замечательная выставка «Бабушкин сундучок» прошла в городе Нерюнгри. Ну а какими культурными событиями запомнилась прошедшая неделя и что можно запланировать на эту, расскажет нам Захар Никитин. Доброе утро! С вами культурные новости и обзор самого интересного в культурной жизни республики и города Якутска. Национальный театр танца имени Сергея Зверева-Кылола покажет мировую премьеру хореографической легенды «Ситим». Спектакль соединяет реальность и мистику, современный мир и персонажей эпоса Олонхо. Над постановкой работали известные артисты из Санкт-Петербурга и Иркутска. Легенда «Ситим» основана на национальном эпосе. Легендах, сказаниях якутского народа действие происходит в наши дни. Зрители прикоснутся к многовековой истории и культуре народа Саха через мир ожившей хореографической легенды, сотворенной языком современных пластических красок. Премьера состоится 6 июня в Государственном театре оперы и балета имени Суруна Омолоно. 23 мая в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина состоялась премьера театрализованного представления «Я иду искать». Показ организован Якутским колледжем культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой. Сюжет постановки рассказывает истории троих друзей, чье будущее и жизни оказались сломаны и уничтожены из-за пагубного пристрастия к наркотикам. Название «Я иду искать» отсылает зрителя к поиску себя и своего места в жизни, погоне за ложными идеалами и обретению внутренней гармонии через избавление от наркозависимости. Количество зрителей составило около 500 человек, в основном учащиеся школ и студенты заведений среднего профессионального образования города Якутска. В историческом парке «Россия. Моя история» открывается новый проект «Русский Азов». На выставке будет впервые представлена история городов побережья Азова, в прошлом году вновь ставшего внутренним морем России. Посетители проекта окажутся на берегу цифрового Азовского моря, исследуют географию Приазовья и узнают историю казачества. Экспозиция работает со 2 июня бесплатно для всех посетителей. За 5 лет с 2018 по 2022 годы в Якутии ввели в строй 45 объектов культуры. Об этом отметил министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрий Куприянов. Было открыто новое здание Нюрбинского театра, введены в строй дома культуры в селах Джикимде Горного Улуса, Сырдаху Салданского Улуса, построен Центр культуры в селе Апаны Намского Улуса. С 2023 по 2024 год ожидается ввод еще 24 объектов культуры, в том числе крупнейшего арктического центра эпоса и искусств в Якутске, который станет одним из узнаваемых дальневосточных брендов. В сквере галереи зарубежного искусства имени Габышева под открытым небом открылась арт-инсталляция художника-керамиста Аюши Илларионовой. Автор показывает образ женщины сквозь призму бурятского культурного наследия. Инсталляция состоит из керамических скульптур, органично дополненных окружающей средой и растениями. Выставка будет работать с 27 мая по 8 июня. Вход для всех посетителей бесплатный. На этом наш выпуск заканчивается. Всем удачного дня, до новых встреч! Якутская птицефабрика – самая крупная птицефабрика яичного направления на вечной мерзлоте с уникальной 52-летней опытом работы. Птицефабрика производит более половины местных яиц в Республике Саха-Якутия и обеспечивает более 80% потребностей города Якутска. Якутская птицефабрика – это качество и безопасность.
Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. Ранняя весна и более высокая температура апреля-мая в европейской части России подстегнула спрос на оборудование для охлаждения воздуха. Продажи кондиционеров по сравнению с прошлым годом выросли на 67%, а вентиляторов на 14%. Средний чек покупки кондиционеров в апреле и мае составил 17 245 рублей, что на 10% ниже уровня прошлого года, а число покупок выросло на 67%. Средний чек на покупку вентиляторов за то же время оказался на 9% выше уровня прошлого года – 2945 рублей, а число покупок выросло на 14%, подсчитали аналитики. Запрет на использование зимних шипованных шин летом, а летних зимой установлен в России. Кроме того, постановлением запрещается устанавливать шины, размерность, категория скорости и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем авто в документации. Нельзя ездить с использованием шин, имеющих местные повреждения, то есть пробои или порезы, обнажающие корт, а также в случае отсутствия хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес и при наличии трещин. Запрещается использование транспортных средств, в которых рабочая тормозная система не обеспечивает выполнение нормативов эффективности торможения. Кроме того, инспектор сможет штрафовать водителя за неработающую антиблокировочную систему на основании индикатора на приборной панели. Сборник стихов о специальной военной операции от поэтов детей скоро появится в России. Об этом сообщил председатель правления Союза писателей России Николай Иванов на книжном фестивале «Красная площадь». Он пояснил, что произведения написали ученики военных учреждений, а также дети, чьи родители участвуют в спецоперации. Иванов добавил, что с 24 февраля прошлого года вышло уже 7 сборников стихотворений на эту тему. По словам писателя, первые из них начали составлять на 3-й и 4-й день после начала спецоперации. 60 уникальных алмазов, добытых компанией «Алроса», представили на выставке в Государственном историческом музее на Красной площади. Благодаря экспозиции «Путь бриллианта» жители и гости столицы узнают интересные факты о добыче и производстве драгоценных кристаллов, а также о создании ювелирных украшений. Организаторы выставили 30 уникальных бриллиантов, 33 украшения, кимберлиты и спутники алмазов. Выставку «Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр» в самом сердце столицы сможет посетить любой желающий до 10 сентября. «Алроса» — это единственная компания, которая объединяет все циклы производства, начиная от разведки, далее добыча, после этого мы граним бриллианты, а далее производим ювелирные украшения. В этом уникальность компании. Мы храним информацию о каждом бриллианте, который хранится в каждом ювелирном изделии. Путь бриллианта, собственно, это и есть тот самый путь, который отслеживается во всех этапах производства. 7-й по счету съезд коллекционеров прошел в Доме дружбы народов имени Кулаковского. Свои собрания разноплановых предметов представили увлеченные коллекционеры со всей Якутии. В этом году мероприятие посвятили Году труда в республике, поэтому на выставке представлены коллекции, посвященные различным профессиям. Экспонаты исчисляются десятками тысяч. Так, среди них можно было найти огромное количество монет, банкнот, брошей, значков, марок, билетов на топливо и других предметов прошлого. Многие коллекционеры привезли экспонаты, связанные с их собственной профессией. Я работал в отделении скорой помощи у Салданского ЛУСа, поэтому я медик, поэтому я интересовал, собирал машину скорой помощи. Первый, самый старый у меня экспонат, детство моего года связывается, поэтому скорая помощь в 70-х годах. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Дай
Еще одна замечательная новость, которую мы хотели бы обсудить этим утром. Якутяне стали участниками третьего молодежного форума по управлению интернетом, который проходил в Москве. Мероприятие было организовано Центром глобальной IT-кооперации при поддержке Фонда президентских грантов. Он собрал самую креативную, талантливую и прогрессивную молодежь в сфере IT, которая интересуется, конечно же, будущим интернетом. Около 400 молодых людей принимали участие на площадке офлайн, и еще более нескольких тысяч смотрели онлайн-трансляцию форума на платформе генерального партнера ВКонтакте. И, конечно же, представители Якутии не остались в стороне. И сегодня у нас в гостях участники этого форума. Это Анна Захарова, педагог дополнительного образования Дворца детского творчества. Она также является руководителем добровольческого отряда «Киберволонтеры ИКТ», и Мария Гучина, активист добровольческого отряда киберволонтеров. Доброе утро. Доброе утро. Девушки, расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом форуме. Ну, конечно, это вопрос больше к Анне. И как принимали участие наши ребята и вообще для чего? Про данный форум мы узнали совершенно случайно, как это обычно бывает в просторах интернета. Там было представлено 3 номинации. Номинация «Лучший юношеский проект». Эта номинация привлекла наше внимание, так как именно киберволонтерством у нас занимаются ребята-старшеклассники. И мы вот с Марией обсудили про дальнейшие планы, что мы будем делать, и быстро оформили, упаковали, также обсудили с командой педагогов и, оформив, отправили. И думали, как обычно бывает в дистанционных конкурсах, да, отправят нам сертификат, либо грамоту, но пришел звонок, и нам сказали: поздравляем, вы победили, мы оплатим вам проезд, проживание, все, прилетайте. И 11 мая делегация из 4 волонтеров и сопровождающих вылетели в Москву. Меня там, к сожалению, не было, да, а я была на обучении. Вот Мария там была, и она подробно, наверное, расскажет. Мария, ну вот, значит, услышали звонок, одержали победу, вам сказали, нужно лететь. Ну и сразу интересно, ведь это же опять же нужно принимать участие, защищать какие-то проекты, видимо, делать было что-то быстро, наверное, сообразить. Или вы поехали просто налегке, и все происходило уже там? Ну, у нас была подготовка сначала во дворце. Мы думали о том, как мы можем представить наш проект уже на московском уровне. Когда мы прилетели туда, нас встретили там очень радушно, сразу с корабля на бал. После гостиницы мы поехали в офис ВК, где вместе с Сергеем Мардановым, это директор по развитию детских и молодежных проектов ВК, мы обсудили наш проект, и они дали очень много классных, крутых советов. И плюс ко всему, они очень рады, сказали, что будут очень рады с нами сотрудничать и готовы даже прилететь сюда, в Якутию, и провести небольшую лекцию, связанную с безопасностью в интернете. Вот вы говорите, наш проект. У многих, наверное, телезрителей сейчас сразу возникает вопрос, что за проект такой? Наш проект — это проект «Киберволонтеры ЕКТ». Он заключается в том, чтобы рассказывать людям о различных мошеннических схемах в интернете, про кибербезопасность, про кибербуллинг, также про нетикет. Это сетевой этикет, то есть правильное поведение в интернете. Вот это вот все мы доносим людям, и идет такое небольшое распространение, как сарафанное радио с помощью этого. Они рассказывают другим людям, и каким-то образом это потом еще и до нас доходит. В общем, такое благое дело, да, тем более сейчас, век новых технологий, да, когда без компьютера и интернета вообще не представить свою жизнь, да. Анна, а сколько вообще ребят посещают такое движение, как киберволонтерство? Сейчас нас порядка 30 ребят, у нас многие выпустили, закончили школу, и мы каждый год проводим обучение киберволонтеров по программе, и ребята сами решают, дальше будут продолжать они или нет. Каждый год мы меняем немного наш проект. Если в первых годах мы проводили только для старшеклассников, то потом охватили и старшие классы, и начальные, и средние. А в этом году мы также работали с людьми старше 50 лет. И мы также проводили дистанционные занятия среди улусов, выходили через интернет-площадки, рассказывали, тоже получили немало хороших отзывов. И каждый год мы меняемся, что-то привносим в наш проект. И как показывают результаты, вот уже победили на таком замечательном конкурсе, это, наверное, будет такой некий трамплин для многих ребят, да? Интересно, Мария, а ты планируешь ли связать свою
будущее уже из какой-то, может быть, IT-специальности? Ну, на самом деле, в нашем отряде я являюсь лидером по пиару и СМИ-продвижению, и вот как раз с этим я и хочу связать свою жизнь с телевидением и журналистикой. Вот, значит, может быть, будешь в будущем нашей коллегой. Да. Нам такие люди нужны, тем более, если уж ты такая опытная уже, все-то знаешь про безопасность, нам как раз будет необходим такой специалист. Вообще, это у вас в виде кружка же, да, происходит, да? Да. То есть дети приходят совершенно бесплатной основе, занимаются, да, и активно участвуют в различных конкурсах. Да, данный проект у нас во дворце реализуется с 2020 года. Инициатором является экс-председатель городского детского движения «Юный горожанин» Мария Мачитова. Она полностью разработала данный проект, ну а мы продолжили. И уже успешно, можно сказать, 3-й год. Мы также являемся победителями грантового конкурса главы нашей республики, являемся победителями и городских конкурсов, социальных проектов. Мы принимали участие также в конкурсе «Моя законотворческая инициатива», и ребята, вот выиграв, они получили путевку в лагерь «Связист» и «Смена», кажется, да? Да, все верно. Здорово. К вам попасть может любой желающий? Да, любой желающий, но ребята, старшеклассники 9, 11, 10 классы, они могут подать заявку. Мы информацию выкладываем в Телеграме, ВКонтакте Дворца детского творчества, и если вы хотите, присоединяйтесь. Вот таким было утро понедельника. Мы увидимся с вами уже завтра. Спасибо большое. Всем прекрасного настроения и доброго вам утра.